Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Борцы сборной Якутии завоевали 13 медалей на чемпионате Дальневосточного федерального округа среди юниоров и юниорок. Турнир, участие в котором приняли спортсмены из 8 регионов страны, прошел в Улан-Удэ. Как сообщает «Спорт Якутии», награды высшего достоинства завоевали Ойгулан Иванов, выступавший в весовой категории до 57 килограммов, и Никита Хабаров, не нашедший себе равных в весе до 125 килограммов. Также в активе якутян 2 серебряные и 9 бронзовых наград. Следующим стартом для нашей команды станет первенство России, которое пройдет в Тыве в середине апреля. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» проиграл Липецкому ЛКС в выездном матче 21-го тура пари-матч высшей лиги России. Встреча прошла в Липецке и завершилась со счетом 5-3. В составе хозяев площадки результативными ударами отметились Александр Ралдугин, Павел Назаров, Адалат Хейрулаев, Артем Зайцев и Роман Адамов. У «Зари» дубль оформил Адам Габибов, еще один мяч забил Антон Колесов. После этой игры якутяне опустились на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. На их счету 22 очка. ЛКС идет на 5-й строке, набрав 33 пункта. В следующем туре подопечные Олега Марченко сыграет с Архангельской Северной Двиной. Матч пройдет 29 февраля. Футболисты сборной «Звезд» одержали победу над командой России в финале Кубка легенд имени Константина Еременко, который прошел в Москве. Матч завершился со счетом 6-5. В составе победителей дубль оформил Ивица Олич. По одному мячу забили Вильям Галас, Хавьер Савиола, Кристиан Закарда и Андрей Воронин. У россиян хэт-триком отметился Денис Колодин. По разу взятия ворот провели Дмитрий Оленичев и Константин Головской. Отмечу, что сборная России впервые не смогла выиграть Кубок легенд. Команда становилась чемпионом во всех 11 предыдущих турнирах. Обладателями бронзовых же наград соревнований стали испанские футболисты, в малом финале обыгравшие немцев со счетом 11-5. Мужская сборная России по баскетболу на своей площадке выиграла у команды Северной Македонии во втором матче квалификации чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77-67. Самым результативным игроком матча стал защитник россиян Виталий Фридзон, набравший 23 очка. В составе команды гостей самыми точными были Шейн Уиттингтон и Андрей Магдевский. На их счету по 14 баллов. После двух игр российские баскетболисты возглавляют таблицы группы «Б», имея в активе 3 очка. Вторыми идут итальянцы, третьими эстонцы. Замыкает квартет команда Северной Македонии. Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, в котором сыграют в гостях со сборной Эстонии. Заброшенная шайба Ивана Барбашова помогла Сент-Луису со счетом 4-1 победить Миннесоту в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе хозяев льда помимо российского нападающего отличились Брейден Шен, Джордан Киру и Оскар Сунквист. Единственная шайба гостей на счету Маркуса Фолиньо. Для Барбашова этот гол стал 10-м в текущем сезоне. Также в его активе 15 ассистов. Его Сент-Луис лидирует в таблице Западной конференции, набрав 82 очка. Миннесота идет на 11-й строке, на счету команды 65 баллов. В следующем матче Сент-Луис на своем льду сыграет с Чикаго, а Миннесота примет Коламбус. Россиянин Данил Медведев сохранил 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована сегодня на официальном сайте организации. Напомню, Медведев является победителем 7 турниров ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии «Большого шлема» является выход в финал открытого чемпионата США. Его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов остались на 14-й и 17-й позициях соответственно. В первой тройке рейтинга изменений не произошло. Лидирует сербский теннисист Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает швейцарец Роджер Федерер. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.